Наша лекция будет посвящена ипотеке и ипотечному кредитованию. 102-й федеральный закон – это федеральный закон об ипотеке и залоге недвижимости. Ипотечный кредит предоставляется на приобретение жилого помещения, которое передается в залог банку-кредитору. Предмет залога по ипотечному кредиту – это квартира, жилой дом, земельный участок, приобретенный за счет кредитных средств. Ипотечный кредит выдается в значительных суммах и на длительный срок. И как нам было сказано в предыдущей лекции, конечно же, важен ответственный подход при заключении такого типа договора. Как мы поступаем при получении ипотечного кредита? Мы должны изучить условия ипотечного кредитования различных банков и выбрать банк-кредитор. То есть на сегодняшний день огромное количество банков предлагают ипотечные кредиты. Условия и процентные ставки, как правило, у всех банков разные. И нам нужно выбрать именно тот банк, которым ставка процента, конечно, самая низкая. Кроме того, у нас есть специальные ресурсы, агрегаторы, на которых мы можем увидеть предложения различных банков в плане ипотечного кредитования и ставить, соответственно, свои заявки. Но здесь риск заключается в том, что затем вы будете просто под атакой кредитных организаций, которые будут массово вам предлагать не только услуги по ипотечному кредитованию, но и многие другие услуги. Вам необходимо подготовить документы и обратиться в банк. На данный момент, конечно, большинство банков предлагают ипотеку на основе двух документов. Это справка 2 НДФЛ и выписка из трудовой книжки. Это достаточно удобно и быстро. И кроме того, если вы оформляете ваш кредит, ипотеку через сервисы, то подтверждение кредита, вообще готовности банка выдать вам кредит приходит достаточно быстро. Далее, при одобрении банков кредита, конечно же, нужно ознакомиться с условиями договора. Для этого вы приходите в банк и вам предоставляют вариант договора. И затем, после того, как все условия вас полностью устраивают, вы его подписываете. Как было уже сказано, если мы оформляем ипотечный кредит, то мы можем внести первоначальный взнос по ипотеке материнским капиталом. Мы обращаем внимание на то, что при ипотеке у нас есть определенный первоначальный взнос, который мы должны внести в банк. То есть это может быть 10-20% от суммы кредита. На что мы еще должны обратить внимание? Что в зависимости от первоначального взноса может изменяться процентная ставка. То есть, допустим, чем больше первоначальный взнос, тем ниже может быть процентная ставка по ипотеке. Далее, мы обращаем внимание на то, какая нам нужна сумма кредита и какую сумму кредита нам, в принципе, одобряют. Далее нужно обратить внимание на то, какие у нас ежемесячные платежи по кредиту ожидаются. То есть мы можем взять кредит на 10 миллионов, и мы можем его взять на 30 лет, и при этом платежи составят, допустим, около 80 тысяч рублей в месяц, а наши доходы будут составлять, допустим, 70 тысяч рублей в месяц. Это, конечно, не пойдет, и такой кредит брать совершенно нельзя. То есть примерно мы должны оценивать свои возможности, свою будущую зарплату относительно того, сможем ли мы погашать ежемесячный платеж по кредиту без проблем. И, кроме того, срок получения кредита, конечно, чем он длиннее, тем с точки зрения инфляции, обесценения и всего прочего, конечно, ипотечный кредит выгоднее. Обращаем внимание на то, что нам нужно застраховать заложенное имущество в пользу залогодержателя. Это обязательно условие договора по ипотеке. Страховую компанию нужно выбирать, исходя из того, какая стоимость услуг будет этой страховой компании по страхованию заложенного имущества. Фактически получается, что иногда стоимость услуги различается в разных страховых компаниях в 2 раза. Поэтому не нужно сразу же выбирать ту страховую компанию, которую предлагает банк, такое случается. Нужно посмотреть ситуацию на страховом рынке и выбрать наиболее оптимальные условия страхования. Иногда в отдельных случаях не полениться обратиться непосредственно в страховую компанию и узнать о возможных условиях заключения договора страхования заложенного имущества. Кроме того, у нас сейчас работают специальные сервисы по страхованию. Они также предлагают
различные, вот, то есть как агрегаторы, на которых страховые компании размещают свои услуги, но тоже нужно обратить внимание, насколько стоимость страхового договора, да, в данном случае различается от стоимости услуги, если мы обратимся непосредственно в страховую компанию. Заемщику могут быть предложены иные виды страхования, например, жизнь и здоровье заемщика, риск ответственности заемщика перед кредитором. Эти виды страхования не являются обязательными, предлагаются на усмотрение заемщика и осуществляются за его счет. Однако следует обратить внимание, что, например, при условии страхования жизни процентная ставка по договору по ипотеке может быть ниже. И, соответственно, если, допустим, у нас стоимость страхования жизни составляет около 10 тысяч рублей, а экономия на процентах составит более 20, то, конечно, нам заключение такого договора страхования выгодно, достаточно выгодно. И не следует этим пренебрегать. При заключении договоров по ипотеке нужно сказать, что мы можем взять ипотечный кредит на приобретение квартиры по договору долевого участия. Сейчас рисков приобретения квартиры по договору долевого участия намного меньше, потому что введено понятие и система, такой институт, как счетов эскроу. То есть счет эскроу – это специальный банковский счет, предназначенный для условного депонирования безналичных денежных средств. И такое определение дается в статье 860.7 Гражданского кодекса Российской Федерации. И, соответственно, при заключении кредитного договора, при заключении договора долевого участия на этих этапах мы обращаемся в банк, уполномоченный банк, в котором мы на основании заявления открываем соответствующий спецсчет или аккредитив. На этом аккредитиве у нас будут храниться наши деньги до момента подписания акта приема передачи квартиры у застройщика. То есть банк выступает своего рода гарантом сохранности. Если какие-то проблемы возникают, этот счет, деньги со счета эскроу будут возвращены на текущий счет в банке, который выдает вам ипотечный кредит. Банк блокирует денежные средства на счете эскроу до выполнения обязательств по договору купли-продажи квартиры, в счет которого размещены денежные средства. При предъявлении продавцом в банк соответствующих документов, как правило, свидетельствующих о переходе права собственности квартиры к покупателю, банк выдает ему полагающуюся сумму со счета эскроу. А на счета эскроу зачисляются, в частности, денежные средства участников долевого строительства многоквартирных домов в целях последующих расчетов с застройщиками. Это статья 15.4 закона номер 214 ФЗ. Следует сказать, что счета эскроу вы не можете открыть в любом банке. Они открываются только в определенных кредитных организациях, которыми, как правило, работает застройщик, и соответствующий перечень банков, в которых вы можете открыть счет эскроу, вам об этом сообщает непосредственно застройщик. Достаточно хороший и надежный инструмент, который расширяет вообще поле заключения договоров долевого участия. Кроме того, при ипотечном кредитовании возникает такой термин, как закладная. Закладная – это ценная бумага, которая удостоверяет права ее владельца как залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об ипотеке. При государственной регистрации ипотеки в ЕГРН вносятся сведения о залогодержателе, о том, что его права удостоверяются закладной, а также иные данные в соответствии с 218 федеральным законом. Сама закладная не подлежит государственной регистрации, она предоставляется в регистрирующий орган для внесения сведений о ней и залогодержателя, а также иных обязательных данных в ЕГРН. Конечно же, как и при получении потребительского кредита, у нас могут возникнуть трудности при погашении ипотечного кредита. Конечно, как правило, у нас достаточно хорошо работает в части ипотечного кредита система рефинансирования задолженности. То есть мы можем подать, допустим, заявку на получение ипотечного кредита по программе рефинансирования в другой банк, который, например, предлагает более выгодные условия в части процентной ставки. И здесь надо, конечно же, смотреть условия, если действует ли такая программа рефинансирования ипотеки и сколько раз можно ипотеку рефинансировать. Ипотечный кредит также можно погасить досрочно. Конечно, мы должны уведомить банк о предстоящем досрочном погашении, внести необходимую сумму на банковский счет, решить вопрос с возвратом страховой премии, снять обременение в Росреестре. И если мы приобретали квартиру на средства материнского капитала, выделить долю в квартире детям.
Мы, конечно, должны думать, насколько нам целесообразно погасить ипотечный кредит. Да, достаточно сложный вопрос. Нужно все, конечно же, просчитать, какие у нас доходы и куда мы можем альтернативно их инвестировать. Если процентная ставка по ипотечному кредиту достаточно высока, то, конечно же, нам выгоднее, например, премии какие-то, достаточно хорошие премии, перечислить в счет погашения, досрочного погашения ипотечного кредита. Если же у нас сложилась ситуация, что, например, ставка по ипотечному кредиту ниже, оказывается, нежели процентная ставка по депозитам на финансовом рынке, такая ситуация у нас была в нашей истории, то, конечно, выгоднее держать ипотечный кредит и при этом, если у нас есть свободные денежные средства, размещать их на депозитах. И тогда мы за счет процентов по депозитам хотя бы какую-то часть закрываем процентов по ипотеке. Далее, налоговый вычет. Если мы заключили ипотечный договор, то мы претендуем на налоговый вычет. Вычет возможно получить, если средства потрачены на покупку или строительство жилья, как правило, при ипотечном кредитовании. Возможно получить 13% от суммы, которую заплатили за квартиру или дом, но не более 260 тысяч рублей. Если годовой доход 2 миллиона рублей, то возможно вернуть 260 тысяч рублей. Если 1 миллион рублей, то не более 130 тысяч рублей. То есть, как правило, у нас получение налогового вычета затягивается на год, на 2, где-то у кого-то и на 3 и более лет. Можно получить несколько раз в жизни, это новации в налоговом законодательстве, за покупку нескольких объектов, но при условии, что размер вычета по всем объектам в сумме не может превысить 260 тысяч рублей. То есть первоначально, когда вводился подобный вычет, можно было его предъявить только относительно одного объекта и несколько раз в жизни нельзя было использовать, но постепенно, конечно, законодательство становится более лояльным к нам. Вычет, как было уже сказано в предыдущей лекции, мы можем оформить через работодателя, это наиболее удобный вариант, либо через налоговый орган по месту регистрации. То есть мы подаем декларацию, конечно, сейчас уже с мая все это немножко будут изменения, можно будет получить налоговый вычет имущественный без подачи налоговой декларации, и затем, соответственно, налоговая инспекция в ходе камеральной проверки нас уведомляет о возможности получения, о существовании переплаты и соответственно, перечисляет нам имущественный вычет на наш счет. Право на вычет по расходам на оплату процентов по ипотечному кредиту и возможно вернуть 13% от денег на погашение процентов по ипотеке, но не более 390 тысяч рублей. Вычет на проценты по ипотеке можно получить только по одному объекту недвижимости. То есть, если мы взяли ипотечный кредит, то проценты мы тоже можем провести через налог и вернуть часть этих процентов, уплаченных процентов, через налоговые вычеты. Налоговый вычет не предоставляется при покупке квартиры у родителей, супруга, детей, братьев, опекунов, подопечных. То есть это взаимозависимые лица. Налоговое законодательство очень сильно меняется, поэтому нужно регулярно, конечно, если вы заключаете кредитный договор, ипотечный договор, регулярно обращаться и читать, какие инновации есть в действующем законодательстве, вот для того, чтобы действительно максимально использовать все эти выгоды и льготы, которые есть в действующей системе налогового законодательства. На этом все. Мы использовали материалы Университета Банка России и справочной цифровой системы «Консультант Плюс».